Главные новости республики на ТНВ. Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», студия Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. Один за всех. Символ моей республики, символ места, где я родился. Главный татарин на защите татарского языка в Верховном суде России. 3-миллионный турист. Эти места лягут в основу программы пребывания нашего 3-миллионного туриста. Раскрыт ли туристический потенциал Казани и есть ли точки роста? Восстание машин. Запасные части и стоимость запчастей взлетела, просто взлетела. Будут ли повышены тарифы и как сделать общественный транспорт привлекательным? Прошедшие 7 дней ознаменовались звездопадом. С неба падали звезды и ракеты, губернаторы падали гроздями, звезды футбола превращались в прах. Кстати, о футболе. Ситуация с Кокориным и Мамаевым обнажила главную проблему наших спортсменов. А именно, дикое несоответствие между зарплатами футболистов и тем, какую пользу они реально приносят. В программе Малахова прозвучали эти цифры. Александр Кокорин, нападающий «Зенита», получает 3 миллиона 300 тысяч евро в год. Давайте посчитаем по нынешнему курсу. 252 миллиона 351 тысячу рублей в год. 21 миллион 29 тысяч в месяц, 699 тысяч 12 рублей в день и 29 тысяч рублей в час, даже когда он спит. Павел Мамаев, полузащитник футбольного клуба «Краснодар», в год получает 183 миллиона 528 тысяч. 15 миллионов 294 тысячи в месяц. В день 508 тысяч 372 рубля. В час 21 тысячу 182 рубля. Вы меня извините, за что они получают такие огромные деньги? За какие заслуги? Наверное, наша страна такая богатая, что может себе это позволить. Да нет, треть населения за чертой бедности. По доле ВВП на душу населения мы на 62-м месте в мире, а по уровню зарплат футболистов на 6-м. А вот посмотрите эту таблицу. Это цифры превышения средней зарплаты футболистов над средней зарплатой по стране. Россия занимает уверенное первое место. У нас средняя зарплата футболистов превышает среднюю зарплату по стране в 190 раз. За нами еще одна богатая, в кавычках, конечно, страна – Украина. Там в 103 раза. Посмотрим на развитые страны Европы. Англия 65 раз, Испания 55, Италия 54, Германия 42 и Франция всего в 30 раз. О чем это говорит? Уровень зарплат наших спортсменов абсолютно не соответствует уровню развития экономики и уровню жизни простых людей. Поэтому у этих футболистов, на мой взгляд, просто сносит крышу. Они на камеру, извините, сморкаются в 5000-тысячные купюры, пьют шампанское за 200 тысяч евро. Они дуреют от этих незаработанных дармовых денег, не знают, куда их девать в нашей бедной стране. А ведь для того, чтобы они получали такие деньги, их буквально отжимают у наших крупных товаропроизводителей. Не секрет, используя для этого административный ресурс. Эти деньги изымаются из нашей экономики, буквально из кармана тысяч работников предприятий. Вывод простой. Уровень зарплат спортсменов должен хоть как-то соответствовать уровню жизни в стране. И не надо кивать на Европу. Давайте сначала сделаем богаче простых граждан, а потом подумаем о футболистах. И, кстати, еще один пример. Норвегия занимает 3-е место в мире по уровню ВВП на душу населения. А по уровню зарплат футболистов она в Европе практически на последнем. Там мастерам кожаного мяча платят в среднем 100 тысяч евро в год. И ничего, они живут как-то в этой стране Норвегии, которая сумела построить для своих граждан настоящий социализм. Символом и особенностью 7 дней этой недели можно смело назвать противостояние. Это, конечно, не великое противостояние Марса и Солнца, но запомнится это время излишней агрессивностью и импульсивностью, а некоторые ошибки могут иметь серьезные последствия. Это противостояние знаменитых футболистов и обычных людей. Конечно, противостояние Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором, бойцом из Ирландии. Победа российского бойца ММА завершилась некрасивой дракой, которую устроил наш спортсмен. В соседнем Башкортостане
Противостояние между главой республики и местной элитой завершилось отставкой Рустема Хамитова и назначением Радия Хабирова, временно исполняющим обязанности главы республики Башкортостан. Кстати, на всякий случай, Ради Фаритович – кандидат в мастера спорта по классической и греко-римской борьбе. В годы правления всемогущего президента Башкортостана Муртазы Рахимова работал руководителем его администрации. Муртаза Рахимов пытался уничтожить Радия Хабирова. Его сняли с должности, даже исключили из партии, пытались выдвинуть против него абсурдные обвинения. Но Радий Хабиров не побоялся бросить вызов всемогущему шефу и его окружению и сумел победить. И вот на белом коне, в сверкающих латах, он возвращается в родной Башкортостан, чтобы демонтировать остатки старой власти и создать новую башкирскую элиту. Пожелаем ему и нашему братскому народу успеха. Великим противостоянием мы можем абсолютно смело назвать громкий судебный процесс, что стартовал на этой неделе. Один человек решил противостоять целой системе. Один. Помните в противостоянии Стивена Кинга? В тебе есть внутренняя твердость, какая-то сила, способная сокрушать металл. Что бы тебе ни стоил успех, ты достигаешь его. Конец цитаты. Какая сила есть у обычного директора необычной казанской школы Павла Шмакова? И способна ли она сломить металл стандартов министерств и ведомств? Верховный суд Российской Федерации во вторник начал рассмотрение иска директора Казанской школы «Солнце» Павла Шмакова к 3 федеральным министерствам просвещения, науки и высшего образования и юстиции. В нем Шмаков просил признать недействующими положения в ГОС на непредусматривающие обязательное изучение государственных языков республик. Вот перед вами федеральные государственные образовательные стандарты начального и общего образования, сокращенно в ГОС. В этом документе отражены предметы, которые обязательны для преподавания в школе. Это русский язык и литература, родной язык и литература, математика, физика, иностранный язык, физическая культура и так далее. Как мы видим, в стандартах присутствует предмет «родной язык». Какой язык для учащихся является родным, как мы уже знаем, теперь выбирают родители. То есть русские выбирают русский, татары, соответственно, татарский. А если ваш ребенок по национальности русский, но желает изучать, к примеру, татарский или башкирский или чувашский язык, который для него является не родным, но который является государственным языком национального субъекта Российской Федерации, может ли школа ему предоставить такую возможность? Может, если русскоязычные родители, например, выберут для ребенка предмет «родной язык татарский». Звучит, конечно, абсурдно, но таковы реалии. Подробности в специальном репортаже Эльзиры Юзаевой. В татарской тюбетейке с толстой сумкой на ремне он шагает по Москве и улыбается прохожим. Мне кажется, что вот праздники, а вот то, что я в тюбетейке, для меня это какой-то некий праздник, это символ моей республики, символ места, где я родился. Праздники это могут объединять людей. Его спор в Верховном суде с 3 федеральными министерствами – просвещения, науки и юстиции. В системе общего образования есть стандарты, то есть правила для школ. Как обучать, сколько обучать и почему именно так обучать. Какие предметы добровольные, а какие обязательные. Родной язык, так же как и литература, химия, математика, по школьным стандартам не предмет словесных баталий. Если ты выбрал родной язык, к примеру, татарский, будь добр, учи. А если татарский твой не родной, как его преподавать в школе? В правилах об этом не сказано ни слова. Наши ребята, наши школьники не могут изучать татарский язык, русские ребята, даже если они этого хотят. В России из 85 равноправных субъектов 22 являются национальными республиками. Они занимают почти треть фактической территории, где проживает почти 20% населения страны. По мнению административного истца, изучение государственных языков национальных республик – это обязанность каждого жителя этой республики, так как языки коренных народов имеют статус второго после русского государственного языка. По закону они являются языками общения и образования, но их преподавание в школе в этих самых оспариваемых федеральных правилах не оговорено. Мы говорим, во-первых, о предмете татарский язык как государственный язык. Вот для того, чтобы его преподавать именно в таком виде,
мы должны видеть формулировку вопросов о возможности преподавания государственных языков. Адвокаты Шмакова буквально на пальцах объясняли суду и ответчику важность изучения государственных языков в национальных регионах. Но предельно доходчивая информация доходила с трудом. Москва верстой далека, и, как оказалось, в Первопрестольной сложно понять разницу между родным языком и языком субъекта. Что в гору, что под гору. У нас есть энное количество часов, которые выделяются на предметы обязательные для преподавания. Энное количество. И среди них нет такой предметной области, как язык субъекта Республики Российская Федерация. Его нет. Государственный язык. Но он государственный язык, а его нет. Но он родной язык? Нет. Не всегда. Русский он не родной. Поэтому в том-то и дело, что для русского он не родной. Для чего вашего не родной? Представитель Министерства просвещения, главный ответчик, и вовсе пребывал в полном замешательстве. Урок вызубрен юристом на отлично, а вот на экзамене поплыла. Если у вас все хотят выбирать, изучать татарский язык, почему тогда никто не пишет заявление на его изучение? Потому что заявление предусмотрено про родной язык. В ГОСах, очевидно, есть неопределенность. И даже из самого процесса, из того, что административные ответчики не могут дать пояснения, из тех отзывов, которые они представляют, видно, что они отождествляют государственный язык республик с родным языком. Четко сформулировать свою позицию оппонент уже не смог. Аргументы ответчика выглядели настолько неубедительными и спонтанными, что приводили в замешательство и суд, и слушателей, и, похоже, даже саму себя. Я на этот вопрос уже отвечала, то что... Ну, ответьте, пожалуйста, если возможно. Позвольте, я запуталась. Давайте, можете еще раз задать мне вопрос? С какого места? А адвокат совсем маленькая девушка. Ей куклы играть. Что делается? Как человеческая судьба доверяют? Для начинающего юриста-бакалавра, не имеющего даже степени магистра, 21-летней Виктории Паньковой это заседание могло бы обеспечить взлет карьеры. Видимо, поэтому министерство Ольги Васильевой для такого серьезного и судьбоносного для национальных регионов судебного разбирательства выдвинуло человека без опыта и навыков. То ли потому, что вопрос казался не столь важным, то ли решение очевидным. Пока суд до дела в родной школе директора Шмакова, которая, кстати, называется «Школой солнца», учебный процесс проходит без изменений. Кстати, сегодня это единственное учебное заведение не только в Казани и не только в Татарстане, да и среди школ национальных регионов, где язык субъекта преподается как государственный, то есть в обязательном порядке. Как спросил один классик, так в чем же сила солнца? Может быть, в том, что оно не боится заглянуть в тьму? Каждый урок – это увлекательный экскурс в мир новых знаний, где дети находят общий язык. Татарский язык, он необходим. Он необходим, как ни в Республике Татарстан, прививать любовь к культуре народа, который исторически здесь является хозяином на этой земле, и как не прививать любовь к языку, к знаниям и к общему развитию. На татарский выделили свободные часы, которыми школа может распоряжаться самостоятельно. Это самое дорогое время. Каждый педагог мечтает его заполучить. Но школа, которая, к слову, готовит детей олимпиадного уровня, не пожалела это время именно на татарский. Тут торг неуместен. Мы живем в Татарстане, соответственно, должны знать татарский. То есть вы хотите изучать татарский? Да, в первую очередь. Ну разве не в этом и смысл толерантности, о которой так часто любят говорить в верхах? Почему вопрос уважения в многонациональной стране нужно отстаивать в судах, когда все лежит вот так на поверхности? Возникает вопрос, если иностранный язык для наших учеников обязательный, то есть мы вынуждены учить английский, немецкий, французский, почему-то язык субъекта, в котором мы проживаем, мы учить не должны. Такой обязанности нет. Я ожидал большего, конечно же. Чего вы ожидали? Я ожидал, что татарские гимназии, будут обращаться с исками, простые школы. Затем родители, конечно же, которые очень многие высказываются, что идет ущемление, они считают, что татарского языка недостаточно теперь.
Но пока единственный директор школы из единственного национального региона отстаивает, по сути, интересы всей многонациональной страны. И на вопрос большой политики вот так звучит ответ простого человека. Для меня очень важно, чтобы и дети дружили между собой, и люди дружили между собой, и уважали ценности друг друга. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. В четверг на повторном рассмотрении дела Верховный суд Российской Федерации отказал в удовлетворении иска Павла Шмакова. Дело проиграно. Сам Шмаков этому решению не удивился. Об этом он заявил нашему корреспонденту. Но заверил, что пойдет дальше и намерен обжаловать это решение. Мы будем следить за развитием событий. А теперь о тех, кто стремится в Татарстан. В столице ждут 3-миллионного туриста. Ориентировочно это произойдет в начале ноября. Кто это будет, решит генератор случайных чисел. И все уже готовятся к встрече супергостя. Заработал специальный сайт. На этом сайте жителям Казани предлагают выбрать праздничную программу для счастливчика, куда сходить и что поесть. Пока из достопримечательностей лидирует музей Чак-Чака, а из кухни Губадия. Не Кремль и Ичпичмак, что казалось бы очевидным. Что значит цифра в 3 миллиона туристов? Мы спросили у мэра города Казани Ильсура Метшина. Я хочу вспомнить, как это было. Мы с нашим первым президентом Митимир Шариповичем Шаймиевым были на МИПИМе, на выставке. Вот оставшись на пресс-конференции, а это было как раз после тысячелетия Казани, когда мы приняли 460 тысяч туристов. И вот я тогда заявил при большом количестве средств массовой информации, что Казань станет туристическим центром, куда будет приезжать 1 миллион туристов. Я помню тогда взгляд Митимира Шариповича, аккуратнее надо говорить такие вещи. А когда вышел со сцены, то получил от своей команды, мол, ну как ты можешь такие вещи говорить, это же надо выполнять. Это было 10 лет назад. Сегодня мы говорим о том, что в ноябре мы примем 3-миллионного туриста. А планку себе вставим к 2025 году принять уже 5 миллионов туристов. Мы один из самых растущих по въездному туристу городов не только Российской Федерации, но и Европы и, в принципе, дальнего зарубежья. Очередная довольно амбициозная задача градоначальникам перед командой поставлена. Но как ее выполнить? Как сделать так, чтобы туристы возвращались повторно, чтобы приезжали чаще иностранцы, чтобы проводили здесь не 1, 2, 3 дня, а больше? Сергей Темляков изучил проблемы. Сейчас мы формируем некий список тех мест, которые, по мнению горожан, являются самыми интересными, самыми вкусными. И, конечно, эти места лягут в основу программы пребывания нашего 3-миллионного туриста. До уникального события осталось около 3 недель. 3-миллионного туриста ждет бесплатное проживание в одной из лучших гостиниц города и экскурсионный тур. Как раз расписание торжественного дня и предлагают составить казанцам. Для этого в мэрии создали специальный сайт и разместили опрос. Голосование – это своего рода лакмусовая бумага. По нему можно судить об успехе и провале туристических объектов. Но выводы чуть позже. Подсчет туристов начался с тысячелетия Казани, с 2005 года. В 2010-м в столицу приехал миллионный гость. Туристический поток за 10 лет в Казани увеличился в 6 раз. За визит в город путешественники оставляют минимум $100. Если смотреть в разрезе, кто чаще приезжает, объективно статистика прошлого года. 90% это соотечественники и 10% иностранные гости из Казахстана, Турции, Китая, Испании, Германии и Франции. В этом году этот показатель выше, благодаря участию в международных выставках и чемпионату мира по футболу. В сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом, конечно, процент не очень высокий. И наша задача сейчас, конечно, продвигать наш город еще больше, для того, чтобы к нам приезжало больше иностранных гостей. Что еще нужно сделать? Мнение экспертов далее, но пока еще одна важная деталь. Туриндустрия в Казани, Татарстане была создана за 10 лет буквально с нуля. Сегодня в сфере гостеприимства работают 14 тысяч человек. В вузах наблюдается ажиотаж. Специальность сервис и туризм начинает конкурировать с юристами и экономистами. У нас было в районе 12 человек на место, на бюджет. Казанский университет зачислили на первый курс 100 человек, в том числе и на коммерческой основе. Желающих было в разы больше. Найти работу после окончания направления подготовки туризма или гостиничное дело значительно проще, чем после многих других направлений. Я уже 3-й год работаю в индустрии туризма и гостеприимства.
Кафедра в моем решении меня поддержала, то есть работодатели, которые готовы меня принять. Несомненно, чтобы столица Татарстана стала еще более привлекательной для туризма, а градоначальник в 2025 году пожал руку 5-миллионному туристу, нужна программа действий. Что нужно изменить и улучшить? Наш разговор с Дарьей Санниковой мы не случайно продолжили на колесе обозрения. С высоты птичьего полета это как большая шестеренка, механизм движения вперед. Одной из главных задач является это, конечно, увеличить количество возвратных туристов, повысить этот процент и увеличить продолжительность пребывания гостей на территории нашего города. За счет создания новых туристических продуктов, туристических маршрутов. Вот мы как раз сейчас прорабатываем новые маршруты, связанные с пребыванием известных личностей. В комитете открыты к пожеланиям и предложениям. Мы не сомневаемся, что и голосование, которое сейчас проходит на сайте программы «Трехмиллионный турист», даст почву и для анализа, и, надеемся, для действий. Почему, например, Казанский Кремль, бренд Татарстана, уступает в голосовании комплексу Туган-АВЛ и Музею социального быта? Согласно последнему опросу, 66% туристов оставляют восторженные отзывы и ставят оценку 5. Они готовы вновь вернуться в Казань. 9 из 10 баллов – это оценка качества пребывания в гостиницах и комфортность инфраструктуры. Еще один аспект со знаком плюс – гостеприимство горожан. Вот так улица Баумана выглядела летом. И пройти интересно, и вернуться обратно. А эти кадры мы сняли на этой неделе. Пусто. Для туристов лишь растяжка, где обозначены достопримечательности. Да, есть коммерческие музеи, но возникает вопрос. Побывав там раз и оставив не менее 1000 рублей, захочет ли турист вернуться туда еще раз? А вот обратная ситуация. На сайте, где проходит голосование за программу пребывания 3-миллионного туриста, больше всего голосов горожане отдали музею Чакчака, что в Старо-Татарской Слободе. Аутсайдер голосования пока Национальный музей. Мы приехали в музей Чакчака, и по размерам он меньше, и нет такой богатой коллекции экспонатов, как в Национальном музее. У нас именно другая атмосфера. У нас можно все предметы не только смотреть и фотографировать, их можно действительно потрогать, поизучать. Что будут смотреть? Какие музеи, какие интерактивные объекты? Вот этого всего, я считаю, как бы мы ни трубили, тут не били себя в грудь, что у нас всего много, у нас этого не хватает объективно. Естественно, что Казань в чистом виде город одноразовый. Собирать школьные группы сложнее, спрос упал в 1,5 раза, отмечает Анвар Мингазов. Или туроператор отправляющий должен собирать, или школа, и мы должны предоставлять много бумаг. 70-80% этих бумаг, они никакого не имеют отношения ни к безопасности пребывания группы, это бюрократический формализм. Эти виды туризма развиты в странах Евросоюза, США. Ильдус Янышев недавно вернулся из кругосветного путешествия на велосипеде. Он считает, что в Казани нужно создать условия для паломнического велотуризма. За рубежом остановиться на ночлег бесплатно он мог и на пожарной станции, в церквях, мечетях, школах. На всех федеральных трассах, которые ведут в Казань, в Татарстан, чтобы там можно было дать информацию на формате Еврощит о достопримечательных местах, мобильных приложениях, веб-сайтах, чтобы можно было с помощью QR-кода быстро войти. Возможно, соединить, по примеру Соединенных Штатов Америки, эти информационные центры с заправками. Надо показать то, что находится, так скажем, за ширмой. Анатолий Елдашев считает, что нужно расширить географию маршрутов, задействовать потенциал ближайших к столице районов. И тогда турист вернется вновь. Приезжают в основном горожане. Горожане, которые вырываются из этих армат, каменных клеток, асфальта, бетона и так далее. А почему бы здесь не соединить? Идея очень хорошая. Не соединить, условно скажу, каменные джунгли, значит, с природой. И буквально в 25 километрах Седмиозерная, значит, пустынь. Там был Григорий, и неоднократно он месяцами окормлялся. Григорий Ефимович Распутин. Как ни крути, как ни верти, а тот винтик, на котором все держится, это экскурсовод. Чемпионат мира помог, начала работать туристическая полиция. Если у нас будет действительно тот контроль, который должен быть, чтобы эксперты отслеживали, независимые эксперты, не структура, а чтобы был независимый центр, который будет оценивать экскурсовода и давать ему, ну, скажем так, не то что оценку, а пожелания. Или же нарекания, если такие есть. Так что точки роста туристической привлекательности столицы в развитии событийного, паломнического, делового и краеведческого направления в туризме и освоении новых площадок вблизи Казани. Посмотрим, что из этого будет учтено в новой программе развития туризма в городе. Сергей Темляков, Андрей Ключников. 7 дней.
Что может стать новой точкой роста для туристической Казани? Экспертное мнение от абсолютного эксперта Дмитрия Крылова, актера и режиссера, автора и ведущего телепередачи «Непутевые заметки». Сейчас Дмитрий Дмитриевич на связи с нами. Дмитрий, здравствуйте. Как турист, в каком бы случае вы приехали бы в Казань во второй раз? Что вас должно привлечь? Я бы поехал тогда, когда я увидел бы, что этот город пытается и прикладывает усилия для сохранения старины. Потому что смотреть новострой – это неинтересно. Меня как туриста, всегда интересовали какие-то старые уголки и их сохраненность. У нас есть дома 19 века, начала 20 века. И мне кажется, вот надо прикладывать все усилия для их сохранения, потому что они несут в себе очарование времени, очарование истории. А она привлекает. А от того, что наделать, не знаю, пластмассовые сакуры и установить на улице Баумана, я не думаю, что от этого будет больше туристов. А что бы вы сегодня внесли в топ-лист привлекательных мест для туристов в Казани? Мне понравилась Татарская Слобода, потому что там сохранились старинные домики. Мне понравилась пешеходная зона, потому что, хотя и несколько кичевый новодел, но тем не менее все-таки вот эти купеческие постройки 19 века, их сумели сохранить. Помешало мне большое количество нынешней рекламы, которая все это дело, так сказать, разбивает, к сожалению. Вот я бы их в смысле ограничивал как-то. Дмитрий, огромное спасибо, удачи вам. До свидания. А мы продолжаем. Не окажется ли трехмиллионный турист, а также просто туристы и горожане заложниками другого противостояния? Интернет-издание «Реальное время» сообщило, что бунтуют перевозчики в красных автобусах. Требуют поднять стоимость проезда до 32 рублей. Причем заявляют, что через 3 месяца в Казани перестанут ходить автобусы, если повышение не произойдет. Этот бунт, позволю себе заметить, происходит с завидным постоянством. Явление обязательное и вызывающее общественный резонанс. Комитет по тарифам и исполком Казани на неделе хранили молчание. Я же задамся вопросом. Это очередное противостояние перевозчиков с исполкомом и комитетом по тарифам или нормальная спланированная акция по традиционно успешному повышению тарифов? И ответ на это у Сибидней есть. Вот интервью председателя комитета по транспорту Айдара Абдулхакова, сделанное пару недель назад. Мы спросили, будут ли повышены тарифы на проезд в общественном транспорте. И вот как прозвучал ответ. Вы не сказали «нет», вы не сказали «да». Но, тем не менее, кругом везде написано о том, что с 1 ноября возможно повышение платы. Не сказал «нет», на самом деле. Я сказал «да». На самом деле, еще в феврале этого года перевозчики обращались и в Госкомитет по тарифу, и мы, как исполком, их поддержали, поскольку действительно уровень, вы сами видите, что творится с курсом, скажем, доллара, а у нас все комплектующие наших автобусов, трамваев и троллейбусов, в том числе в основном своем, это мировые бренды, это импортные запасные части, и стоимость запчастей взлетела, просто взлетела. Вы посмотрите, что творится с топливом. Это ведь все ложится на плечи перевозчиков. Они закупают по этим ценам, тариф остается прежним, они в убытках. Тут надо понимать, что есть какая-то грань, она из воздуха не может погашаться. Она погашается либо из тарифа, либо из бюджета. Бюджет у нас расписан. Кстати, в Самаре с 1 ноября стоимость проезда будет увеличена до 30 рублей. Самые низкие тарифы в Чебоксарах 19 рублей. И в Нижнем Новгороде стоимость проезда в общественном транспорте 28 рублей. Впрочем, сегодня в основной повестке дня для таких больших городов, как Казань, стоит задача сделать общественный транспорт привлекательным. Мы вновь о противостоянии личного авто и общественного транспорта. В одной из наших программ мы уже говорили о том, как платные парковки уже регулируют и весьма успешно пропускную способность наших улиц. Как они заставляют людей задуматься, а стоит ли лишний раз ехать на личном авто в центр? Для чего это делается? Ради чего? Очевидно, что в ближайшие годы перед Казанью встанет сложнейшая задача – предложить альтернативу тем, кто привык пользоваться собственным транспортным средством. Другого не дано.
К 2023 году загруженность дорог в Казани составит 75%. Это 8-9-бальные пробки на дорогах. Причина известна любому – автомобилизация. Только за последний год продажи авто в Казани выросли на 14%. Это 21 тысяча новых машин на улицах. И это третье место в стране после Москвы и Петербурга. А вот уровень автомобилизации на сегодня. 333 машины на 1000 жителей. Когда этот уровень достигнет горлышка, а это 350 машин на 1000 жителей, все, сосуд захлопнется, коллапс. Казань встанет окончательно и бесповоротно. Когда это случится? При нынешних темпах автомобилизации к 2030 году, а может и раньше. Что делать? Решение там, где его не ищут. Не ищут, конечно, автолюбители. Это общественный транспорт. Да-да, будущее именно за ним. А вот какое у него настоящее, мы знаем. Как же сделать его привлекательным для людей? Вот вопрос, который должен задавать себе город. Об этом Михаил Любимов. Если бы люди вели себя абсолютно рационально, то давно бы уже отказались от личных автомобилей. Люди просто любят свои машины, а насколько нам известно, любовь и рассудок разнятся, как нефть и вода. Дарин Нордаль, писатель, урбанист. Станция метро Кремлевская. Далеко не самая популярная станция метро в Казани. Здесь, конечно, бывает слегка оживленнее в дни, когда город принимает очередные толпы туристов, приехавшие на очередной чемпионат. Но вот в обычные рабочие дни здесь так, как сегодня. Вопрос, а что было бы? Увидели бы мы с вами другую картину, если бы, скажем, поезда метро не поленились и доехали бы до железнодорожного вокзала? Определенно да. Ведь там происходит вся жизнь. Там настоящие людские потоки. А оттуда сюда люди идут с сумками целых 1,5 километра. Вопрос еще один. Для кого создана станция метро Кремлевская? Разве не очевиден ответ и на этот вопрос? Как часто вы, житель Казани, или, может быть, вы не житель Казани, бываете в Кремле? А вот станция метро Площадь Тукая, кажется, создана именно для людей, а не только для туристов. Если и должна быть где-то в центре Казани станция метро, так именно здесь. И вот эти транспортные средства созданы, кажется, тоже именно для людей, а не только для туристов. Почему? А вы посмотрите на дизайн этого транспортного средства. Это средство для того, чтобы перемещать наши тела, а не трогать наши души. Как он может выглядеть? Оказывается, нас и здесь-то совершенно нечему учить. Когда мы начинаем думать о людях с тугим кошельком, мы все делаем правильно. И вот так автобусы превращаются в прекрасные, живописные, общественные пространства, привлекательные для всех. Почему люди недолюбливают общественный транспорт? На этот вопрос существует сотни ответов. Но один из них прямо перед вами. Просто почувствуйте разницу. Золотое правило для любого госоргана власти. Думай как частник. Любая частная компания создает систему, привлекающую каждого. Если это транспорт, значит, он никогда не будет второсортной альтернативой автомобилю. Частник будет продавать не транспортные услуги, он будет продавать радость и новые эмоции, некий новый фон. Вспомните, что вы обычно слышите в магазинах, кофейнях и ресторанах. Вы знаете, вот все хорошо, но можно включить какую-нибудь, музычку? А чего бы вам хотелось? Чего-нибудь такого легкого, может быть, такое, что нравится всем. Кондуктор, не спеши. Ой, нет, давайте так, мы не будем ставить здесь то, что называется музон, мы будем ставить какую-нибудь музычку такую простую, приятную, легкую, воздушную, может быть. Ну, пожалуйста. Вот если немножко убавить громкость, вот это как раз то, что нужно. Прямо как в супермаркете. Общественный транспорт, услаждающий слух. Общественный транспорт, услаждающий взор. И ничего тут такого, чтобы глухо упиралось в пресловутые российские реалии, нет и быть не может. Да, все это показа бугром. Там над этим трудятся грандиозные умы, потому что и задача грандиозна. Там общественный транспорт претерпевает буквально революционные изменения. Он выходит из мертвой зоны автомобилистов и буквально бросается в глаза. Если хотите, продает себя сам.
Нас могут позабавить эти веселые картинки из западных журналов автобусных мод, но факт есть факт. Люди любят разнообразие. Представьте себе, все это плюс 10-15% пассажиров уже. Привлекательность – вот оно, ключевое слово. И снова думаем как частник. Загляните в свой кошелек. Сколько торговых марок воспитали в вас лояльность к их бренду? А общественный транспорт Казани уже поймал вас на крючок? Возможно, у вас и есть транспортная карта. Но про эти скидки нечего и вспоминать. А вот в Москве уже иначе. За время вот этих транспортных реформ Собянина в Москве добавилось на общественном транспорте порядка 20% платных пассажиров. Что такое платный пассажир в Москве? Это с огромной вероятностью человек, который еще позавчера ездил на своем автомобиле. Вот эта реальность, вот некоторая московская реальность последних лет, вот это добавилось. Люди действительно пересели. Но для этого, конечно, потребовались гигантские усилия городских властей. О чем речь? Мы приведем лишь пару-тройку сравнений. На все 12 раундов против Москвы нас не хватит, все против нас это было бы избиением. Одна поездка в московском общественном транспорте стоит заоблачных денег по нашим меркам – 55 рублей. Покупаем билет условно на месяц – 1765 рублей. Итого одна поездка на любом транспорте в итоге 29 рублей 40 копеек. Дорого? А как у нас, 25 рублей одна поездка. Покупаем 60 поездок, да хоть 600. Цена меняется незначительно, 23 рубля. И вот у нас внизу две цифры, московская больше. Но прикинем в уме, какие скидки людям предлагают в столице и какие предлагают нам. Не забудем также и о том, что уже в этом году тариф в Казани снова повысится. То есть к Новому году мы сравняемся с Москвой по части стоимости перевозки своего тела по городу. Разница вроде небольшая, но слева цифры привлекательные, а справа отталкивающие. И вот город наоборот тебе говорит, что если ты купишь билетик универсальный на все виды транспорта на квартал, лучше на год, город даст тебе грандиозную скидку. Огромная разница. Город тебе очень четко это объясняет тарифами, и парковочными, и на общественном транспорте. Если вводится система 90 минут, как в Москве, например, когда у тебя взимается одна оплата за неограниченное количество пересадок в течение 90 минут, то человеку это становится комфортнее. Очень важно то, что сейчас в Москве, например, вначале создали систему турникетов, когда ты заходишь в автобус, сейчас отказались и от нее, и ты можешь заходить с любой двери в автобус. И после этого, несмотря на все опасения, количество людей на маршрутах на новых увеличилось на 8%. То есть людям более комфортно, когда у тебя нет кондуктора, который ты заходишь, он кричит на весь автобус, расталкивает людей в час пик, а когда нет этого надзора. Удивительно, ведь мы все делаем правильно. Мы прокладываем по городу автобусные полосы. Мы всячески отговариваем автолюбителей от поездок хотя бы в центр города путем введения немалой платы за парковку на улице. Мы обновляем свой автобусный и трамвайный парки, как никто больше в целой стране. Но что, мы пересадили кого-то из машины в автобус? Вот ответ. За последние годы, даже учитывая все грандиозные спортивные форумы в Казани, пассажиров в общественном транспорте больше не стало. Штиль. Десятилетиями в людях жива лояльность к одному лишь бренду, к личному автомобилю. То есть к главной статье расходов в семье. Одна средняя поездка в центр и обратно по статистике 16 километров. Если учитывать то, что никто не привык учитывать, а это налоги, бензин, страховка, техобслуживание и тому подобные не мелочи, то стоимость такой поездки 15 рублей за километр пути. То есть 240 рублей туда-обратно. То есть почти в 5 раз дороже, чем на автобусе, метро или трамвае. Но любовь и рассудок, как нефть и вода. Тем более, если перед глазами то, что мы по-прежнему считаем самым невзрачным средством передвижения с самым обыденным набором услуг. Если поезда в метро нужно ждать по 8-10 минут. Если все это настолько уныло, что легче заплатить 15 рублей за километр, чем получать сомнительное удовольствие в общественных местах. Нам нравятся любые общественные места, кроме этого. Потому что оно не приносит удовольствия. Людей не заставишь пользоваться услугой, которая им не нравится. Мы все сделали правильно, кроме одного. Общественный транспорт не стал более привлекательным. Ведь он так никого и не привлек. Самое главное, то, что те мероприятия, которые проводятся, они без
системные. Михаил Любимов, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим через пару минут. Смотрите после рекламы. Социалистическое будущее. Это вообще дорого стоит такая сохранность. Новый старый уголок Казани ждут масштабные преобразования. Мы продолжаем программу «7 дней». Идея переименования российских аэропортов в честь выдающихся деятелей обсуждается в интернете на этой неделе. Аэропорт Казани предлагают назвать и именем Габдуллы Тукая, и именем Минтимира Шаймиева. Слышал также о таких вариантах, как Бабаева и Усацкий. Какие события, явления и факты вызвали интерес у известных политиков, медийных личностей и крупных официальных групп? Сейчас настало время нашей традиционной рубрики #007. И я передаю слово моей коллеге Светлане Спириной, для которой Инстаграм – это не просто развлечение, а информационный ресурс. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Ильшат, и я приветствую всех зрителей программы. Итак, президент и премьер-министр России с яблоками. Это одно из самых популярных фото на неделе в Инстаграм. Владимир Путин и Дмитрий Медведев посетили яблоневые сады предприятия «Рассвет» в Ставропольском крае. Затем состоялось совещание по вопросам развития сельского хозяйства. После официальных мероприятий Владимира Путина окружила толпа рвущихся поговорить. Владимир Путин на форуме «Россия. Спортивная держава» опубликовал фото президента Татарстана Рустам Минниханов, а затем уже в топ-видео соцсетей ворвалась встреча в рамках форума Путина с Хабибом Нурмагомедовым и отцом бойца. Президент поздравил Хабиба с убедительной победой и сказал, что попросит папу строго не наказывать за драку, что произошло после. Кстати, Хабиб Нурмагомедов затмил по всем статьям Валуевой, что тоже принимал участие в спортивном форуме. Между тем, журналист, главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко сообщил в своем телеграм-канале, что с ноября в стране предстоит нечто по важности сопоставимое с выборами президента. Журналист рассказал о том, что заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов вновь будет вести программу «Время». Клейменов заступает на адски трудный период новой пахоты с высочайшей личной ответственностью, написал Доренко. Кстати, Клейменов действительно приступил к работе ведущего. Посмотрим, что же будет дальше и о каком противостоянии говорил Доренко. Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол признался в любви к Казани. Экс-дипломат ретвитнул запись рассказывающего о России проекта, посвященную столице Татарстана, сопроводив ее признанием в любви к этому городу на русском языке. В последовавшей за этим беседе он заметил, что скучает по России. Напомним, Майкл Макфол был послом США в Москве с 2012 по 2014 год. Он посещал Казань несколько раз, в том числе уже после своей отставки в 2016 году. Вскоре после этого Макфол попал в российский санкционный список, так что въезд в страну для него оказался закрыт. Призером чемпионата Евроскиллс 2018, представляющим Татарстан в национальной сборной России, на неделе были вручены награды из рук президента Татарстана. Уже в следующем году в Казани пройдет национальный чемпионат WorldSkills, по результатам которого будет сформирована сборная страны на мировой чемпионат. 27 октября в 20 странах и 60 регионах пройдет акция «Татарский диктант», сообщило в своем инстаграм молодое министерство. Каждый желающий сможет принять участие в акции, проверить грамотность и свой уровень знаний татарского языка. Робот-консультант Арни появился в Республиканской клинической больнице. Нано-помощника создали на базе французских разработок в Иннополисе. Робот будет помогать, отвечая на популярные вопросы пациентов. Он будет стоять в коридоре больницы. Единственное, что его немного доработает, он станет больше и полностью выучит русский язык. Надеюсь, что еще и татарский. Минувшей ночью в Казани состоялся ночной велофест, который завершил велосезон в этом году. А вот по сообщению Римы Ратниковой в Казани прошла и международная конференция «Велосипед на службе человечеству». Здесь обсудили совместный проект Союза велосипедистов и Союза журналистов Татарстана. Он будет называться «Путь Тукая». Ильшат, у меня вопрос. Самое популярное, наверное, в социальных сетях высказывание Владимира Соловьева, что Кокорин и Мамаев – лучшие лагерные футболисты. Ваше мнение по этому поводу? Вы знаете, я не кровожадный, поэтому никого не призываю сажать. Я считаю, что
эти футболисты, которые, конечно, совершили ужасный поступок, должны понести справедливое наказание, и это должно стать уроком для всех. Надеемся, что ваша цитата станет теперь в нашей следующей рубрике под хэштегом 007 уже героем на следующей неделе. На этом тоже у меня все. Передаю слово вам. Спасибо. Нашу программу продолжит обзор событий недели. В понедельник Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Японии. В университете города Канадзава для президента была организована презентация Международного центра исследований и лаборатории беспилотного управления. Позже лидер Татарстана посетил один из знаменитых парков Японии. Также Рустам Минниханов провел ряд встреч с губернатором префектуры Исикава и со специальным советником премьер-министра Японии. В этот же день президент принял участие в бизнес-форуме «Татарстан-Япония». Визит Минниханова получился насыщенным и результативным. Буквально на следующий день уже в Казани, в штаб-квартире группы компании «Таиф», состоялись важные переговоры с японской стороной по сотрудничеству в сфере нефтехимии и нефтепереработки. У группы компаний «Таиф» и японской «Тайо Инжиниринг» давние доверительные отношения. С японской компанией того же Нижнекамскнефтехима история сотрудничества насчитывает не один десяток лет. Нижнекамскнефтехим, НКНК. Мы обсуждали проект метанола для Нижнекамскнефтехима. Для компании важно внедрить его как можно быстрее, поэтому мы решали, насколько это возможно. Обсуждали, каким образом все те технические новшества, которые у нас есть, у наших специалистов наработаны, реализовать в проекте и снизить себестоимость производства. Ведь запренов каучука один из этих проектов как раз производство собственного метанола из тех ресурсов, которые есть у Нижнекамскнефтехима. Во вторник Рустам Минниханов и государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев приняли участие в торжественном мероприятии, которое было посвящено Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Поздравляя сельхозпроизводителей, Рустам Минниханов отметил, сельское население является опорой Татарстана, оно и далее будет пользоваться поддержкой властей республики. В четверг Рустам Минниханов вручил премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане. Церемония состоялась в губернаторском дворце Казанского Кремля. В этом году лауреатами премии стали 5 социально ориентированных НКО и 3 представителя общественного движения. В пятницу Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Набережных Челнах. Президент принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя. Рустам Минниханов вручил государственные награды. В этот же день президент открыл движение по хлебному проезду, отремонтированному при поддержке республики и Фонда развития моногородов. В пятницу Рустам Минниханов подписал указ об освобождении от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу руководителя Госжилфонда Татарстана Талгата Абдуллина. Новым руководителем назначен Марат Зарипов. До 12 октября он возглавлял Госкомитет по тарифам. Мы продолжаем программу «7 дней». Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Склон возле НКЦ в Казани и прилегающую к нему территорию на площади более 30 тысяч квадратных метров презентовали на этой неделе президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Своеобразный зеленый подарок родному городу от компании «Таиф», которая только в благоустройство этого некогда заброшенного и замусоренного уголка столицы вложила почти 125 миллионов рублей. Президент республики остался очень доволен увиденным. В сопровождении генерального директора ОАО «Таиф» Альберта Шагабудинова, мэра столицы Ильсура Метшина и генерального директора компании-подрядчика объекта Александра Пилишкина он совершил пеший обход территории. С ним прогулялся и Тимур Бекмурзин. Глядя на этот прекрасный зеленый газон, удобные пешеходные зоны вокруг этой территории, потрясающие панорамные виды, которые открываются здесь с разных точек, кажется, что этот изумрудный склон был здесь всегда. Но это не совсем так, вернее, это совсем не так. Прежде это была заброшенная, замусоренная территория, и колоссальная работа была проведена прежде всего заказчиком, группой компании «Таиф», которая сделала городу этот зеленый подарок, и подрядчиком компании «Татнефтепроводстрой», которой было вывезено с этой территории около 200 КАМАЗов с мусором. Еще 6 тысяч КАМАЗов с грунтом было завезено сюда для укрепления склона.
Здесь было уложено около 18 тысяч квадратных метров рулонного газона с георешеткой, а общая площадь благоустройства составила около 30 тысяч квадратных метров. Людям, многие граждане выходят, говорят спасибо, действительно. Надо отдать должное всем, кто создавал эту красоту. Им действительно удалось не только идеально вписать этот объект в архитектурный облик столицы, но и создать максимально комфортные, удобные зоны отдыха для горожан и гостей столицы. А для этого здесь много приятных и полезных мелочей. Те же скамейки, брусчатка, пешеходные прогулочные зоны и, конечно же, специальные места для красивых фотосессий. А места здесь действительно потрясающие. Наверное, одни из лучших в Казани. Преобразился и знаменитый Фуксовский сад. Его облагородили, территорию благоустроили, и теперь прямо отсюда открывается фантастический, шикарный вид на тот берег Казанки. Очень красиво, молодцы. Все получилось. Благодарность группе компании «Таиф» за то, что не только этот комплекс, а вот благоустройство берега. Там у нас всегда были заросли, значит, организация пешеходных там маршрутов. Это будет украшением нашего города. Большое спасибо инвестору. Альберт Кашапович тогда долго соглашался, но согласился и сделал очень качественно. Не только здесь, он еще обещал там детский парк сделать в честь компании «Таиф». Значит, вот мы сейчас решаем земельные вопросы, чтобы вот это было таким магнитом притяжения наших гостей и жителей Казани. Перемены коснутся и этого знакового места. Здание НКЦ «Казань». Оно будет видоизменено. Фасад его будет, конечно же, другой. Но цвет стен останется прежним. Здесь будет располагаться Национальная библиотека Татарстана. И лучшего места для нее, пожалуй, не найти. Мы думали разные варианты, но самое главное — географическое удобство еще. Библиотека — это место, куда люди могут приходить. Что касается дальнейших планов, вот мы обсуждали с руководством группы «Таиф». Это, конечно же, комплекс ТНВ. Значит, идет разработка проекта. В ближайшее время тоже будет принято решение. Это тоже будет большой подарок к столетию нашей республики. Для Казани это, безусловно, знаковое место, и его благоустройство – ценный подарок от компании-благотворителя. Поэтому мы не могли не воспользоваться моментом, чтобы прямо на месте событий записать эксклюзивное интервью у мэра столицы Ильсура Метшина. Станут ли скверы, парки и прогулочные зоны возле НКЦ излюбленным местом отдыха для казанцев и местом притяжения туристов? Как вписался объект в архитектурный облик столицы? Интервью для 7 дней. Ильсур Ильич, разрешите мне это интервью начать со слов поздравлений вас как
мэра, нас как казанцев, потому что шикарное приобретение, место знаковое, историческое. Насколько вы довольны качеством работ? Я не просто доволен, я счастлив и как житель Казани, и, безусловно, как мэр этого города. Еще очередной объект, излюбленный, намоленный, НКЦ, набережная, площадь вокруг НКЦ. Оно всегда было излюбленным местом отдыха и наших казанцев, и различных общественных мероприятий, и, безусловно, гостей. Это большой подарок города. Я искренне хочу от имени жителей поблагодарить группу компании «Таиф», лично Альберта Кашавовича Шагабудинова, совет директоров, тех людей, которые принимали решения. Это не первый подарок городу. В прошлом году мы праздновали реновацию и возвращение системы озер Лебяжье, место отдыха, которое десятилетиями казанцы полюбили, любят. И это совершенно новый объект, который вернули для возможности отдыхать нашим казанцам. А в этом году, вот, в завершении Бабьего лета, большой участок набережной. Спасибо большое, это дорогого стоит. Действительно, их вот красивый девиз «Сила во благо», он притворяется с каждым днем в жизнь. Это такие серьезные шаги, которые говорят о том, как важно, что наши генералы производства, генералы бизнеса живут, работают здесь, в Татарстане. Это большое наследие. Я хочу поблагодарить всех. И еще раз группа компании «Таиф». Спасибо большое, Сураич, за Спасибо это вам. интервью. Спасибо. Согласитесь, долго проживая на одном месте, мы часто перестаем замечать окружающий мир. Взгляд замыливается, становится пустым и равнодушным. Ну действительно, разве можно восхищаться Казанским Кремлем, каждый раз проезжая мимо него на автобусе? Да на вас посмотрят как на идиота. Кремль как Кремль. А ведь мы так мало о нем знаем. А что вы скажете, если узнаете, что Казанский соцгород вскоре получит статус достопримечательного места, говоря официальным языком, станет объектом культурного наследия регионального значения? Для большинства само понятие «авиастрой» – это нечто, лежащее за границами познаваемого мира. Ну что ж, давайте-ка мы расширим эти границы, давайте-ка научимся видеть, а не просто смотреть. Достопримечательное место – это, конечно, не весь авиастроительный район. Это так называемый поселок имени Серго Орджоникидзе. Или то, что мы сегодня называем, собственно, соцгородом. Первая и историческая часть района. Она включает в себя парк Крылья Советов, дворец культуры имени Ленина и жилой квартал, ограниченный улицами Копылова, Тимирязева, Челюскина и Социалистической. Эта территория строилась в 30-е и 50-е годы прошлого века как ансамбль. И эта композиция, выполненная в сталинском ампире, даже для ныне живущих архитекторов и планировщиков, живой пример создания жилых и общественных пространств. Местами довольно парадных, местами очень соразмерных человеку. На этой неделе экскурсию по поселку совершил и президент. Думаю, он, как и многие другие, был полон смешанных чувств. Перед вами открывается то, что значительно выше и многообразнее ваших представлений об архитектуре и создании города для людей. И одновременно то, что нуждается в вашей защите. Президент уже дал поручение восстановить памятник Серго Орджоникидзе. Но что дальше? 80 лет мы смотрели на этот архитектурный ансамбль, но не видели его. Что же мы должны были увидеть? Что должен был увидеть и президент? Нам расскажут сегодня об этом сами разработчики проекта создания новой достопримечательности Казани. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. Смотрите и не говорите, что вы не видели.
это какой-то полет просто фантазии, мысли? Ну, это действительно полет, это фантазия, и это масштаб проектной мысли. Ну и, конечно, все-таки эта архитектура строилась с расчетом и с мыслью, с мечтой о будущем. Хотя само по себе вот это решение пространственное, оно уникальное. Тем более, что это не одна арка, она, вот эта вот ось вот этих пространственных арок, она проходит сквозь весь квартал. Это еще одна дополнительная ось. Барокко и металл модерна, от Рима и до Коминтерна. Это из какой эпохи? Да, в этих зданиях много информации интеллектуальной. Здесь видно, что архитекторы той поры владели почти всем арсеналом накопленной архитектуры. Вот, например, простой элемент. Во дворе подоконник первого этажа, он шел по принципу ренессансных подоконников, пришедших из эпохи Возрождения. Для чего? Зачем? Только для того, чтобы обогатить, культурно насытить. Ну, конечно, есть и архитектурный смысл в этом. Но помимо всего это привнесение вот нечто большего в обычную нашу живую среду. То, что потом стали называть излишествами, но то, что на самом деле оказалось необходимостью. Человек не живет только туловищем, он все-таки должен жить чем-то еще. Такое ощущение, что архитекторы бесконечно просто напрягали свой мозг. И что же бы такое еще сделать, чтобы не то чтобы понравиться, а чтобы человеку интереснее жилось. И смотрите, что привнесло в это все наше новое поколение. Только вот этот кондиционер. Ну, не только кондиционер и многое другое. Во-первых, стеклянные балконы, разрушение первоначального декора. Но куда деваться? Будем надеяться, что наше поколение продемонстрирует какой-то другой подход к отношению к этой архитектуре и к наследию материального труда наших предков. Ну вот тот самый случай, когда, знаете, как говорят, пусть смотрящий да увидит, да, но не сразу увидишь это. Видно, как виртуозно разыграна композиция вертикальная подъездного блока. От портала входа, где сейчас, к сожалению, утеряны красивые деревянные двери, через вот такое мощное оформление окна второго этажа, и как постепенно переходит наверх с оформлением вот тем вот с таким своеобразным сандриком и завершается круглым окошком на крыше. Что еще хотелось бы отметить? В этом квартале сохранились уникальные артефакты времени. Например, люк. Вот эти выемки, которые сейчас заполнены водой, они были сделаны для того, чтобы их заполняли асфальтом. С одной стороны, позволяло это экономить металл, не заливать все это чугуном, а с другой стороны, чтобы люк он сливался с покрытием. Вот, как говорят, все гениальное просто, да? Но как сложно понять-то все гениальное. Архитектура не всегда высокий замысел, это и деталь тоже. Мы, конечно, совершенно неправильно воспринимаем подчас сталинскую архитектуру как некое такое подавление человека, да? Ну вот вам, пожалуйста, вот она, сталинская архитектура. Где это подавление, где этот тоталитаризм пресловутый? Вот она воля, вот она свобода. Тем более ценно и тем более, наверное, этически для нас стоит особая ответственность по отношению к этой архитектуре, потому что это не только уважение камня, это не только уважение поисков архитекторов, это все-таки уважение труда наших предков. По сути, тогда, если мы к этой архитектуре не будем относиться к минимуму уважительно, то, по сути, получается вопрос, а для чего тогда работали наши деды, наши прадеды? Марсель, ну вот как говорится, никто не виноват, но что делать? Вот мы, куда теперь не посмотришь, мы кругом видим это безобразие, мы его давно видим. С ним теперь не то, что нужно что-то делать, с ним теперь можно что-то сделать, вот с тем, что мы видим. Да, я надеюсь, статус достопримечательного места позволит как-то более административно правильно, целенаправленно бороться, конечно, с таким безобразием, которое видим в этом примере. Мы видим, что в основе своей это был парадный двор, Курданер, который опять-таки открывался на улицу Белинского, главную функциональную ось. Закрыто, да? Здание закрыто, пространство закрыто. Марсель, вы знаете, я думаю, что и людям, которые живут здесь, и которые просто мимо ходят, наверняка не доставляет большое удовольствие лицезреть вот этот достаточно такой хищнический, да, прием отношения к культурному нашему наследию. Я думаю, что люди, они немножко не привыкли воспринимать вот эту среду ценную, поэтому они, наверное, даже не обращают на это внимания. Что теперь с этим совсем делать?
с этим способом можно делать. Здесь опыта у нас в городе на самом деле достаточно. И у нас с рекламой в центре обстоит все достаточно корректно и грамотно. Просто этот подход распространите на эту территорию, поскольку она тоже культурно ценная. Здесь просто нужна информация о том, что эти здания ценны, что они не являются просто плоскостью, с которой мы можем вытворять все, что мы хотим. Здесь просто немножко нужно проявить уважение и, может быть, где-то чуть-чуть больше изобретательности. Есть такое представление, что вот все-таки сталинская архитектура, она не ушла в прошлое, она растворилась в нашем будущем. И, конечно, очень интересно, и вот до сегодняшнего дня дошли вот эти подходы внутренней планировки дворов, каких-то элементов украшения на фасаде, то есть в разных регионах они были разные. И об этом интересно рассказывать иностранцам, то есть они интересуются и на эти экскурсии с удовольствием записываются. В общем, если Казань будет гордиться и таким еще маршрутом туристическим, это, конечно, нам только на пользу. Это вообще дорогого стоит такая сохранность. Хорошо, что мы успели этот режим разработать, наши эксперты подтвердили его значимость, мы утвердили именно в этих границах. Это называется «успели», потому что никогда не знаешь, какой строительный бум вдруг застигнет город. И мы можем сообщить жителям соцгорода, что теперь хуже точно не будет, а будет, может быть, только лучше. Ну да, у нас получены поручения от руководства республики. Мы теперь должны проработать, как мы будем здесь проводить благоустройство общественных пространств, парков, фонтана, памятника Сергею Орджоникидзе. И запросы от жителей на это есть. Поэтому да, мы надеемся очень. И, кстати говоря, туристическую навигацию тоже мы здесь планируем установить, указатели, карты. Я понял, все живо. Векам не пропасть. И жизнь без наживы – завидная часть. Спасибо, спасибо 3000 лет, в трудах без разгиба оставившим след. Спасибо предтечам, спасибо вождям, не тем же, так нечем отплачивать нам. И вечно обвалом, взрываясь извне, великое в малом отдастся во мне. На этом у нас все. Барагызга да иңизге теләкләр. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! Предстоящая неделя будет преимущественно облачной, без существенных осадков. Во второй половине недели температура вновь повысится. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики всю неделю небо будет хмуриться. В среду и выходные ожидаются осадки. Температуры ожидаются средние, от +5 до +10. На юго-востоке Татарстана аналогичная ситуация. Всю неделю пасмурно, 4-9 градусов. К выходным ожидается потепление, до +11. В центре Татарстана первую половину недели будет сухо, 6-12 градусов. К выходным ожидаются осадки и до +11. На юго-западе республики в понедельник пройдут дожди. В среду выглянет яркое солнце, но уже к выходным небо опять затянет облаками. 10-13 градусов. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана всю неделю небо будет хмуриться. В понедельник и на выходные ожидаются осадки. Температуры средние, от +10 до +13 градусов, выше 0. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания. Черное озеро. По будням в 21:00.